Здравствуйте, я помощник Канашского межрайонного прокурора Магомедова Шатмагомедовна. И сегодня я расскажу вам об административной ответственности за нарушение правил дорожного движения при парковке на специализированных стоянках для инвалидов. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 12.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа в размере 5000 рублей. В целях пресечения данного нарушения сотрудники ГИБДД может быть применено задержание транспортного средства и перемещение его для хранения на ближайшую автостоянку, специализированную стоянку, о чем составляется протокол. Если протокол составляется без участия водителя, должна применяться видеозапись, фиксирующая факт нарушения, либо при составлении протокола должны присутствовать понятые. Услуги спецстоянки являются платными. В каждом субъекте Российской Федерации действуют свои тарифы на этот вид услуг. При этом возврат автомобиля автовладельцу будет осуществляться при предъявлении документа, удостоверяющего личность, копии протокола задержания транспортного средства с решением должностного лица ГИБДД о его возврате. Услуги по перемещению и хранению автомобиля на спецстоянках должны быть оплачены в течение 31 дня со дня перемещения задержанного автомобиля. Здравствуйте, уважаемые жители города Канаша и Канашского района. С 1 ноября 2017 года в работе в сфере легкой промышленности будут допускаться только те работники, кто прошел обучение по охране труда и выдержал соответствующую проверку знаний. Теперь работники, выполняющие обязанности, которым предъявляются повышенные требования охраны труда, должны проходить повторный инструктаж не реже одного раза в 3 месяца, а также не реже одного раза в 12 месяцев проверку соответствующих знаний. Отметим, что новые правила коснутся организации и проведения основных процессов и работ, связанных с производством и отделкой ткани и трикотажа, нетканых материалов, прядением, текстильных изделий и одежды, дублением и отделкой кожи, выделкой и крашением меха, производством одежды, обуви и других изделий из кожи и меха. Данные правила будут обязательны для всех работодателей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, независимо от их организационно-правовой формы.